Здравствуйте, вы смотрите Якутия Лайв, с вами Ирина Ефимова. Сегодняшняя новость потрясла всех. Президент России Владимир Путин в 5 утра по московскому времени объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Также глава государства обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным. Напомню, что 3 днями ранее, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с этими республиками. После чего ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение. О том, что сейчас происходит в мировой политике и на Донбассе в частности, мы поговорим с историком, кандидатом педагогических наук Владиславом Головановым. Добрый вечер, Владислав Алексеевич. Добрый вечер. Ну, давайте попытаемся понять, что произошло. Да? Ведь все так стремительно случилось, и у простых людей вообще нет даже понимания, что на самом деле происходит. Вот в чем, что означает военная операция, объявленная президентом? Сегодня я сам, в общем-то, впервые с большим волнением прослушал выступление Владимира Путина на заседании Совета Безопасности. И как учитель могу сказать вот откровенно, просто надо записать, и как пример урока, понимаете, урока по истории. Была так четко дана конкретная вот вся ситуация представлена, да, и в развитии, и в динамике, и ссылками на исторические примеры, то есть и в прошлое, и в настоящее. И тут, в принципе, все достаточно ясно. Россия продемонстрировала Западу, что та ситуация поражения в холодной войне, которую мы, так сказать, в начале 90-х годов привело к распаду нашей страны, да, Советского Союза, и ожидание Запада, что начнется распад и Российской Федерации следом, они так особенно и не напрягались поэтому думали, вполне обойдется. Вот этот процесс мы остановили. Народ России оказался мудрее, чем информационная война, которую завязали против нас, которая нас отталкивала друг от друга. Центробежные силы. Мы не только не распались, но мы еще и окрепли. И более того, мы стали думать о будущем. Мы начали строить дороги, делать реформу образования, начали вкладываться в космос. То есть произошло то, что вызвало сначала удивление, а потом и гнев, в буквальном смысле, Запада. Вы же проиграли холодную войну. Вы должны стоять на коленях и должны нам все платить и платить бесконечно из того, что у вас получается. Да и вообще должны исчезнуть. Вот по этому поводу в свое время, это было так, в 2016 году, госсекретарь США Маргарет Олберт четко высказал позицию по отношению к России того времени. Хотя это в тот период, когда мы уже и даже демографическую проблему в основном решили. Она повторила слово в слово проект, который был идеологической базой европейской агрессии во главе с Гитлером. Там был план ОСТ, по которому предполагалось будущее нашей страны. И по этому плану ОСТ основная масса населения должна была быть уничтожена полностью. Никаких шансов там иметь оставшемуся населению там, медицинское образование и прочее не имело. Оставалось только работать. Работать тем, кто может. Буквально несколько миллионов человек. И вот Маргарет Олберт говорит, ну, в принципе, что такое Россия? Это страна, в которой за Уралом менее одного человека на квадратный километр. А на каком основании они такими ресурсами обладают? Они должны давно, вот эти все ресурсы должны принадлежать, в общем-то, мировому сообществу. Они себя имеют в виду. В первую очередь, конечно, Соединенные Штаты, вот все мировое сообщество у них. И вообще я считаю, что в России надо оставить, не более 4 миллионов человек, чтобы работали на шахтах и обслуживали газопроводы. Концепция просто вот высказана вслух, совершенно спокойно. Да? И вот эта ситуация, что мы и наше политическое руководство,
и все, что связано с деятельностью народов нашей страны, да, которые, ну, в первую очередь, думаем о будущем. Мы вот эти планы-то и сорвали. Вот отсюда вот эта оголтелость и угрозы, к которым мы сейчас пришли, в принципе. Потому что Украина фактически стала местом, в котором информационная война стала превращаться в горячую. То, о чем говорил сегодня Владимир Путин, он говорит, ну вы же нам обещали, что вы не двинетесь на восток ни на 1 дюйм, что вы останетесь за Одером. Вот. А 5 волн движения НАТО, которые оказались, в принципе, сейчас на расстоянии 4 минут. Подлетное время осталось 4 минуты для наших основных центров. Ну, в первую очередь, столицы, там все наши места вот, промышленные и так далее. 4 минуты. То есть в любом случае мы с таким вариантом не сможем ответные меры предпринять. Понимаете? И это вот вопрос уже нашей выживаемости. Отступать дальше было некуда. Если вот поэтому. Или поэтому действия, которые предприняты были вот именно сейчас, я потому что не хочу вдаваться в подробности, там очень много очень таких интересных, очень важных для нас подробностей. Это были крайне необходимые для нас действия. Я думаю, что большая часть населения России встретит их с одобрением. Потому что здесь очень много вещей, которые затрагивают душу каждого гражданина Российской Федерации. Я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос можно, позвонив в студию по номеру 841 12 42 14 39 или отправить текстовое сообщение в WhatsApp на номер 8 914 235 0502. Владислав Алексеевич, но вот почему все-таки эту ситуацию не получилось решить каким-то мирным дипломатическим путем? Ну, тут опять, может быть, по примеру Владимира Путина, который обратился в прошлое. Если мы просто глянем на весь путь нашей истории, это путь постоянного, ну, примерно через 100 лет мощного похода Запада против нашей страны. Мы можем там начинать вспоминать, там, условно говоря, и со смутного времени, и Карла XII, ну и самое, ну, хотя бы нашествие Наполеона. Вся Европа в армии Наполеона, в армии французской армии, там были все. Мы говорим, например, потом после этого про армаду Гитлера, мы говорим немецкие. Какие немецкие? Там были все, даже из нейтральных стран, даже корпус СС из Швеции, нейтральных стран. Это уже все. Тут у нас цивилизационный конфликт. Цивилизационный конфликт, который уходит корнями в раскол еще между католической религией и православной, который во времена Ярослава Мудрого был. И поэтому греки были на стороне советской армии? Ну, и в том числе. Вот понимаете, и это особенность, которая связана и с Восточной Европой, и со всем миром, который вообще-то православный. Это цивилизационный, но там еще и самая особенность, самое главное, потому что место, на котором находится наша страна, оказывается, вот мы там ругаем свой климат, там иногда бывает, там говорим, там вот о Франции хорошо. Слушайте, им никакие Франции и никаких лазурных берегов не надо. Им нужны сырьевые ресурсы, которые громадное количество находится в наших недрах. Мы фактически обеспечены на много поколений вперед. То есть уже наши дети, внуки, правнуки и так далее обеспечены, ну, будем так сказать, вполне комфортной жизнью при их разумном использовании. И то, что Россия продемонстрировала вот этот переход к разумности, когда мы перешли от оголтелого копирования западного там, в 90-е годы, когда вот там для нас Запад был свет в окошке, мы вдруг поняли, свет в окошке – это наша Родина, понимаете? И все самые лучшие ценности, оказывается, у нас находятся. И у нас культура множества народов, которые здесь населяют, как громадный букет цветов, которые можно любоваться и смотреть, и изучать, понимаете? Я не говорю, что массовая культура имеет какие-то там, ну, понятные недостатки, но мы самодостаточная территория, самодостаточная страна, самодостаточная культура. И ясно, что при этих условиях мы уступать не собирались. Отсюда и вот эта оголтелость, вот это желание, опять же, собрать все силы,
максимально, все по-старому, собрать все силы, максимально близко подойти к нашим границам и желательно, без всякого объявления войны, внезапно нанести удар. Это было всегда. Так делал и Карл XII, так делал и Наполеон, который ни слова никак, ну, послал бы там. Это у нас там князь Святослав, когда двигался на кого-то, посылал гонца и объявил: «Иду на «вы». Наполеон не сказал: «Иду на «вы». Гитлер, ну, Сталин прекрасно понимал, что он нападет. Все прекрасно. Но нужно было хоть чуть-чуть оттянуть. Он ради этого шел на переговоры. Наши переговоры были тоже ради этого. Мы сделали все. Дипломатические усилия, которые предпринимала наша страна, наш президент, наше Министерство иностранных дел, уже зашкаливало, ну, буквально за все, как бы сказать, в рамках допустимого, чтобы не превратиться, ну, мягко говоря, в унижение. Мы не имели права унижаться, потому что таким образом наши руководители понимали: унижаться самим, унижать собственный народ. У нас люди, надо сказать, в этом разбираются. У нас люди гордые. Они унижение против собственной страны воспринимают как унижение против самих себя. И вот когда увидели, что в принципе ситуация ни на какие переговоры не идет, ни на какие усилия, ни на какие, а наоборот усложняется, и нам демонстративно показывать, что с нами будет, за счет того, что он начинает истреблять людей, которые с нами близки по духу, по цивилизации, по характеру, ну даже более того, и по, ну, в какой-то степени по этническому принципу, да, и демонстративно на наших глазах ежедневно бомбят, истребляют детские сады, школы. Пришло время. И мы, в общем-то, я думаю, что в данном случае сделали тот шаг, который должен был произойти. Он был логичен. Ну, то есть мир раскололся надвое? Или он давно раскололся? Вы понимаете, раскол, он и существовал всегда. И вот идеи там, ну, у нас был период, если сейчас есть определенное количество людей, которые... я вспоминаю эти 90-е годы, когда мне убеждали: вы зачем там вот, например, предметы, которые изучают военное дело в школе? Зачем? Армия уже не нужна. У нас все друзья, Америка, там, Европа, они нас любят, мы должны обняться в едином порыве. Ну, смотрите, либеральное было такое, понимаете, определенное заблуждение. Это у нас в истории такое было. У нас это было и перед Первой мировой войной, когда у нас российские либералы всяческих мастей осуждали там людей в форме и говорили: вот вам вечно, кажется, везде враги мерещатся. Да? То же самое происходило и в 30-е годы, вот, когда шла борьба, условно говоря, в партии между сторонниками сильного государства и сторонниками конфедерации. Понимаете, когда вот образовался Советский Союз, там же были три точки зрения. Какой должна быть страна? Можно там я немножечко? Да, да, конечно. Ну, там, предположим, три точки зрения. Это самый серьезный момент. Образовывается Союз Советских Социалистических Республик. Казалось бы. А вот на каких основаниях он и на каких принципах должен существовать? Ну вот Христиан Раковский предлагает: а вот давайте все республики будут равны друг с другом по статусу и будут друг с другом заключать, ну, двойные. Вот одна республика с другой, другая с другой, и все будут вот так друг с другом как бы цепочкой объединены, и таким образом не нужен никакой единый центр в стране. Вот все будут так мирно, дружно. Договариваться друг с другом? Да, вот договоры заключать. Ну так это представлять, как вот какой-то вот такой Майдан, на котором народ собирается и начинает переговариваться. Но здесь, конечно, была точка зрения Ленина, который, ну, вот совсем недавно Владимир Ильич Путин выступил, ну, просто с открытой критикой ленинского плана образования Советского Союза. Я понимаю, что здесь, может быть, и члены коммунистической партии, может, покажется много. Ну, те, кто читал статьи Ленина, там,
о лозунге Соединенной Европы, тем, кто читал статью Ленина о национальной гордости великороссов и прочие разные вещи, в которых Ленин, в общем, четко определял будущее. Это создание союза республик советских, вот, которые будут иметь определенный центр, но каждый из них будет самостоятельно и будет иметь право свободного выхода из этого союза. Ленин на этом настаивал. Ну, что и было прописано. Что и было. в Потом, Конституции. ради этого плана, Ленин как раз, Владимир Ильич Ленин, и тут я абсолютно согласен с Владимиром Путиным, который сказал, Украину создал Ленин. Потому что ради того, чтобы создавать эти республики, он просто отрезал от России земли и присоединял там, к Украине, потом там к Казахстану присоединяли. Вот просто кусками раздавали налево-направо. Да. И в итоге, в общем-то, единственный человек, который выступал против этого, был нарком по национальным делам и генеральный секретарь ВКПБ Сталин Иосиф Виссарионович. Но он предлагал план, исходя, конечно, может быть, с некоторым ущемлением политического, политического равенства или политического преимущества республик, да, перед центром. Он говорил, достаточно культурной автономии пока. Нам надо создать единый центр в составе Российская, Советская, Федеративная Социалистическая Республика. Туда входят и Закавказская Республика, и Белорусская, и Украинская, все учредители СССР входят на праве автономии. Полный язык, образование, культура, все. Но центр должен быть один. Мы теперь это знаем, конечно, что даже многие политики на Западе, там, Юра Черчилль, они остальные отзывались очень, буквально в смысле, восторженно. А говорили о его там возможности смотреть вперед и так далее. Но он уже ощущал, что, видимо, обязательно будет столкновение. Он об этом говорил в своих речах. Не может быть, чтобы республика, вообще советская страна, единственная в мире, не подверглась бы массовому единому нашествию мира капитала. И мы должны к этому готовиться. И поэтому вот этот план Ленина, я же не говорю про план Раковского, Сталина не устраивал. Потому что он не давал возможность собрать воедино все силы, объединить. И потом, после смерти Владимира Ленина, Сталин, хотя и проголосовали, вообще партия проголосовала за план Ленина, но Сталин, впоследствии став руководителем, убеждал членов ЦК и, тем не менее, стал подчинять республике центру. То есть постепенно, перед самым вот этим страшным нашествием, ему удалось в большей степени сконцентрировать все-таки в единое целое власть. А наглядно было видно, что в этот момент делал Запад. Они концентрировали всю Европу в руках Гитлера. Всю Европу концентрировали в руках. Франция, там, Голландия, они все потеряли политическую независимость. Просто они стали придатками Германии. То же самое происходило и с Гитлером. С Наполеоном. То же самое. Наполеон фактически объединял всю Европу для того, чтобы ударить по России и решить окончательно этот вопрос раз и навсегда. Так что и сейчас ситуация похожая, такая же ситуация. Я еще раз говорю, что у нас руководитель, я непосредственно Владимира Путина имею в виду, и, естественно, там у него и замечательные советники, они это прослеживают, историческую перспективу. Мы, в принципе, прошло как раз вот это контрольное время, которое от нашествия к нашествию, более 70 лет, последнее нашествие. Ушло поколение, которое воевало и знало, что такое война. И ушло поколение, которое знало, как воюет наша страна. Сейчас пришло молодое поколение, которое этого не знает. Для них наша страна, будем так говорить, некая территория, в которой вот там проблемы какие-то есть, да, вот там туда. И она не вызывает такого ощущения, лучше не трогать Россию. И вот на этом хотят сыграть. И ясно, что финансово-промышленные круги, которым они обречены. Мы знаем прекрасно, 21 век – это борьба за ресурсы. Мы видим, как цены на газ в Европе зашкаливают.
Все обещания американцев, что они будут поставлять сжиженный газ, это, извините, смешить просто всех окружающих. Как через Атлантический океан они будут снабжать сжиженным газом всю Европу? Нужно просто постоянно будет... И проблема остается не подчиняться. Не надо давать в руки России козырные карты, чтобы они нами, так сказать, управляли. Лучше просто это все забрать у России. Вот опять, давайте будем их, будем вот так же, как Горбачева убедили в свое время, да, вот так будем с ними разговаривать потихоньку, а сами будем подтягивать, будем делать свое дело. Вот. Раз они нам проморгали, когда мы, извините, совершенно без разговоров страны НАТО подтащили прям к их границам, понимаете? Ну, это в буквальном смысле, да? И они там что-то там даже не пытались что-то. Так что сейчас нам мешает, когда тут остался вот последний момент, вот Украина. Крым упустили. Они по Крым простить ни Владимир Путин, ни России не могут, потому что Крым должен был стать основной ударной базой для войск НАТО. Ну, а теперь они хотят это сделать со всей Украиной. И тем более, так сказать, и дешево, и мило. Они хотят, ну, фактически, два братских народа стравить друг с другом информационно и потом смотреть, как они воюют, и подбрасывать туда, понимаете, вооружение, там, финансы и так далее. То есть создать остров нестабильности, который притормозит развитие России, вот, а может быть, там и приведет к хаосу, а может быть, к восстанию олигархов, которые возьмут и скажут, а вот давайте мы как-то там решим вопрос с нынешним руководством, да, и поставим что-нибудь другое. Ну, вот, кстати, Белоруссия, она же оказалась в связке с Россией по вопросу Донецкой и Луганской народных республик. Ну, то есть Лукашенко говорит о том, что сам предложил расположить войска на границе Украины и Белоруссии. А куда же ему деваться-то? Это же просто нереально, потому что то, что пытались... У него же была попытка, как вот правильно говорят, поэтому сидеть на двух стульях. И с Россией, потому что все-таки дешевые сырьевые ресурсы, да, и с другой стороны с Западом, чтобы там товары шли, как он их перекидывал. Но ведь потом-то просто выяснилось, что они на него смотрят вот просто в буквальном смысле как на временного, так сказать, правителя, который может в любой момент сместить. Они попытались его сместить, и он ясно, четко понял, что он для Запада фигура абсолютно нежелательная. И никакого будущего у него там, никак у политика, еще неизвестно, как бы была бы его личная судьба, да? Как он, Каддафи, там, Запад его ненавидел, так им даже шансов на жизнь не оставили, под камеру убили его и все. Поэтому здесь ведь выбор какой? Или-или. Он выбрал то, что или. Потому что, опять же, надо учитывать, что Лукашенко опирается очень чутко, мнение народа фиксирует. В Беларуси все-таки до сегодняшнего момента большая часть подавляющего населения, для них и единая война против агрессора, и то, что Белоруссия понесла колоссальные потери, то, что это действительно земля партизан, и они этим гордятся. И для них Россия – это по-прежнему братская страна. Нигде, я не знаю больше, где еще территории, где так бережно охраняют памятники Великой Отечественной. Для них это еще вот так вот, еще бьется, понимаете. И поэтому там нереально какую-то политику проводить антироссийскую. И поэтому там Майдан хоть какой, там сколько денег туда кинули, да, сколько там пытались сделать, ну не прошу. А что же с Украиной-то произошло? Это же была такая же братская страна. Ну, с Украиной здесь в какой-то степени, я думаю, тут просчеты нашей политики внешней. Вот, во-первых, люди, которых туда назначали в 90-е годы представителями России в Украине, ну, в большей степени оказались несостоятельными. Вообще с Украины это давно идет. С Украины это идет еще со времен ЦК КПСС, где в большей степени большинство членов ЦК КПСС были с Украины. Так уж складывалась ситуация, что потом, ну, Никита Сергеевич Хрущев, да, сразу начинаем это. Человек, который сразу же начал делать то, что бы никогда не сделал потом его предшественник Сталин. Он начал территории также опять раздавать налево-направо, да? Там Крым, там Южная Сибирь и так далее. Леонид Ильич Брежнев, ну, в принципе, человек, который тоже тесно связан с Украиной был. Хотя он был первым секретарем Молдавии, но с Украиной, потому что Днепропетровск,
восстановления там заводов, он был тесно связан там с Украиной. И именно вот при этих людях начали, в общем-то, появляться признаки очень серьезные. Никита Сергеевич Хрущев ведь в свое время провел амнистию, надо сказать, долго не раздумывая. Надо было показать, что вот он по сравнению со Сталиным, там вот он. И амнистия была очень скороспелая. Амнистировали большое количество членов вот как раз бандформирований, бандеровцев и прибалтийских. Они сроки им сократили больше, чем наполовину, они вернулись. Они вернулись, более того, вернувшись на Западную Украину, они очень энергично, используя свое влияние, то, что люди-то их знали, и стали продвигаться в органы власти, и более того, ну, честно-то скажем, достигли очень высоких мест. И, в принципе, национализм, особенно в западной части Украины, уже был в советское время. Он наблюдался. Вот. Если даже говорить о членов ЦК Компартии Украины, там были люди, у которых родители были бандеровцами. Ну, в отрядах УПА находились, понимаете? И вот это, к сожалению, почему-то в советское время было каким-то образом упущено, не знаю почему. Но Украина уже с самого начала взяла курс на, ну, как бы сказать, ну, выпячивание своих достижений, которые, в общем-то, были достигнуты в первую очередь потому что вся страна работала, заводы, ну вот те же самые заводы, которые стали основой мощной украинской промышленности, ну, они же были переведены из Центральной России и с Урала, да, тоже Южмаш вот этот, да, который был основой, это же все переводили, это ленинский план, который предусматривал, мол, дескать, Россия должна делиться своей экономикой с республиками, которые еще не имеют большого количества пролетариата. Для того, чтобы они, так сказать, перескочили из феодализма сразу в социализм, значит, им надо оказать помощь, надо им создать индустрию, создать рабочий класс, а если нет, значит, туда послать из России рабочих, чтобы там было. И таким образом, потому что пролетарский должен быть состав населения. Вот это и добьем. Все-таки Украина была в большей степени сельскохозяйственной такой страной. Особенно во времена Австрийской там империи, когда частично она входила. Потом, когда входила в состав Польши, а потом уже, когда стала в составе Российской империи, все-таки в большей степени это был аграрный регион. Житница это была. Ну, опять насчет житницы это преувеличение. Да, там прекрасный чернозем, там прекрасными, там все, и пшеница, но у нас и Кубань житница, у нас Ставрополье житница, у нас Центральная Россия житница. Вот это, опять же, стереотип, который был создан в советское время, который привел к тому, что большая часть Украины говорит, мы кормим Россию. Это, извините, я слышал от своих знакомых, 70-е годы, мне там, мы же кормим всех вас. Я говорю, то есть как? Да вы без нашего сала и прочего просто, извините, умрете. Вот это люди, извините, с образованием, и при этом, я думаю, вы шутите, что ли? Нет, серьезно говорю. Это была убежденность. И поэтому здесь это значительно раньше все началось. А затем вот этот процесс совершенно нелепый распада Советского Союза, совершенно нелепый, и совершенно незаконный. Потому что не было ни Верховный Совет, не собирали ничего. Просто собрались люди. Вот Кравчук, кстати, сын бандеровца, бывший руководитель Компартии Украины. У него отец был, он и попадал под следствие и так далее, понимаете. Вот. И они вдруг принимают решение гигантскую державу разделить на части. А потом начался процесс, который и предвидели, что каждый руководитель региона будет свой, так сказать, кусочек отделять под лозунгами национальными. Об этом, кстати, Владимир Ильич Путин очень четко и, ну, будем сказать, расставил все точки. Вот весь этот процесс распадов, который должен распад Советского Союза, а потом распад России. Распад России на отдельные регионы, где, продолжим, бывшие партийные руководители берут этот регион под разными лозунгами националистическими, практически кладут его себе в карман.
президента. Я почему? Что вот буквально его выступление можно целиком, вот у нас уроки истории новейшей России до 2020 года. То есть вот просто взять и вот включить полностью под современные федеральные стандарты и прочее. Я был, надо сказать, как учитель, я просто испытывал чувство восхищения. Настолько это был замечательный вот урок всей стране. Понимаете, Ну вот, Владислав Алексеевич, если вас послушать, то Россия точно не идет теперь по пути Запада, то есть идти по пути демократизации означает развал России. Вот здесь вот несколько игра терминами. Опять, что считать демократией? Демократия – это власть народа, правильно? Но если власть народа, если народ хочет, например, видеть какого-то руководителя на посту, если народ хочет, чтобы политика страны была такая, чтобы они чувствовали себя в безопасности, да? Если народ возмущен, что рядом, можно сказать, братьев отстреливают, там буквально бомбят и так далее, ну, значит, руководители должны следовать этому демократическому, так сказать, позыву. Мы как-то воспринимаем демократию как нечто такое, знаете, безвольное, пушистое и вот такое, знаете, гладим, гладим и гладим. Демократия, она может быть и крайне жесткой, когда речь касается национальных интересов народа, демоса. А тут речь идет о национальных интересах всего нашего народа, великого, многонационального. Мне вот очень, знаете, произвело меня впечатление, когда началась эта эвакуация, и руководитель республики Арсений Сергеевич Николаев сказал: к нам, давайте беженцев. Ну, вот растрогало до глубины души. Вот это же надо действительно по-государственному человек сразу же. Вот, мы, республика, готовы помочь нашим братьям. Это здорово. Это вот, опять же, вот такой урок всем остальным, которые иногда вот меня спрашивают: а у нас не будет плохо? Я говорю: а в чем может быть плохо? Ну, может быть, чего-то будет не хватать. Я говорю: ну, возможно, чего-то может будет не хватать. В свое время говорят: хамона нет, да? Или что-то. Мы научились делать потом и сыр, и все прочее. Не в этом суть. Важно, что мы не потеряли лицо человеческое и остались верны себе. И остались верны себе и памяти своих и предков, которые воевали за нас в войну. И никому в дурном сне бы не приснилось, что вот так вот будет граница Украины, Днепр, которым в 1943 году штурмовали. Кстати, Днепр, по идее Гитлера, должен был стать знаменитой голубой линией. Он так назывался. Линия, за которую Россию нельзя пускать. Все. Это линия Запада. Россия должна быть за Днепром. И мы видим, как за Днепр нас по современную Россию и отрезали. Видите, да? За Днепр. Украина, все, от Днепра. И, в принципе, мы возвращаемся, будем говорить, к тем историческим местам, которые просто в нашей истории. Это же земля отчич и дедич наших, потому что это же древнее русское государство в этих местах было, да? И это очень странно, что мы таким образом, президент сейчас напомнит и молодежи: ребята, это наша земля. Понимаете, это и река наша, и леса наши, и земля наша. А почему мы должны кому-то это все отдавать? Под какими-то там хитрыми поводом, под каким-то там, извините, скрытыми приемами. По какому возможному сценарию сейчас могут развиваться события? Сейчас сценарий, в принципе, определен президентом очень четко. Мы должны продемонстрировать Западу, что мы своих не сдаем. Это, в принципе, система, которая очень хорошо действует в Соединенных Штатах. Они за своего гражданина могут послать авианосец, понимаете? За одного гражданина? За одного гражданина. А у нас был период, особенно 90-е годы, когда люди там что-то, и мы, извините, даже дипломатических усилий толком не могли, все там пытались, а как бы не обидеть кого-то. А сейчас мы говорим: мы своих сдавать не будем. И четкая фраза президента: если кто-то вмешается и полезет, ну и вам достанется тогда. Ну, если кто-то полезет и помешает нам собственных людей освободить.
Это уже новая Россия, вы понимаете, это вот то, чего и они боялись. Информационная война интенсивная, истерика, крики, вопли, всякие угрозы. Ну, что говорю? Все. Четко. Мне вот недавно кто-то знакомый, звонили из Киева. И говорит, там просто народ, как бы сказать, чуть ли уже не флаги российские готовит. Вот. Показали Львов, там сигнал тревоги, на улицах ни машин, ни людей. Там большая часть уже в Польшу, там кому надо было, ушли. Да. Пограничники выстрела не сделали ни одного в сторону наших войск. Просто ушли в сторону, давайте, проходите. То есть речь идет о том, что и какая-то часть, и немалая часть людей на Украине, они просто сами были задавлены всей этой системой, агрессивной, нацистской системой, которая мешала людям и говорить, нормально просто жить. Даже вот просто что-то сказать свое было невозможно. Но в такой обстановке-то люди нормально не могут жить. Может испытать какое-то определенное облегчение. Все будет ясно. Вот здесь нацизм, вот здесь наша страна, и это демократия. Это демократия. Владислав Алексеевич, у нас время программы подходит к концу, да, к сожалению. Спасибо вам, что пришли, что ответили на такие сложные вопросы, расставили какие-то точки над «и». Ну что ж, наша программа подошла к концу. Это была Якутия Лайв. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия. Джинса с нами теплее.